Здешние горы и башни красивые, всегда оставляют в памяти неизгладимое впечатление, как и полеты этих спортсменов. Увидеть их можно только здесь. Страшно красиво. Полет длиной в 10 секунд. Любители спорить с цветом и высоты собрал фестиваль. Его участники распугивают орлов в небе и у горцев вызывают уважение. Я начал 60 лет прыгать. Вот за 6 лет достиг вот таких своих возможностей. Осень – лучшее время для полетов у каменных склонов. Солнце яркое, но не такое жаркое. Почти всегда штиль. В здешних ущельях больше 10 точек для старта. К тому же горцы любят помогать бесстрашно. Так зовут этих людей в пестрых костюмах. А местные люди, то есть ингуши, они их уважают в первую очередь за смелость. А вы знаете, что такое для ингуша смелость. И поэтому они у нас всегда в почете с первого дня, как только мы здесь их увидели. Себя они называют прыгунами, а их увлечение именуют английским термином «бейс». Переводится по первым буквам слов: мосты, антенны, крыши зданий и земля. Здесь это вершины. Парить в воздухе помогает специальный костюм. Почти крылья. Ну, ощущение полета, оно ничем не сравнимое, наверное. Вот. Просто космос, иными словами. Парный прыжок самый сложный и самый зрелищный в программе. Столовая гора – лучшее место для таких стартов. Следом за ней участники фестиваля перебираются к другим вершинам, полет с которых протяженнее и более зрелищный. Отвесные каменные стены, рядом горизонтальные полки – это только часть Джейрахского ущелья. Ежегодно оно притягивает сюда туристов, альпинистов и вот парашютисты, экстремалы. Легенды гор можно увидеть только здесь. Андрей Частюков и Евгений Радаев. Вести из Джейрахского ущелья, Ингушетия.